Практически повсюду для инвалидов, кроме ограничения возможностей здоровья, следом идет и ограничение возможностей интеграции в общество. Им не просто устроиться на работу, получить образование, создать семью и многое другое. Для тех, кто имеет инвалидность с самого детства, к этому списку может добавиться и морально-психологическая сторона, в случае, если ребенка не поддерживали, остыдились и насмехались. Уметь обойти все острые углы родителей детей-инвалидов теперь учат на специальных курсах в рамках нового проекта «Родительский университет». В рамках первого собрания участники и приглашенные гости обсудили партнерство государственных органов и общественной организации как фактор интеграции семей с детьми-инвалидами. Сегодня идут занятия в рамках университета для родителей, который проводит общество знания для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня пришли родители по приглашению, которые занимаются. Это у нас Минза Искужевна, она работает с родителями, которые воспитывают детей инвалидов, и по ее приглашению сегодня здесь собрались родители, и будет проходить с ними занятия. В Сибае на сегодняшний день зарегистрировано 237 детей с ограниченными возможностями. По ходу собрания родители также получили информацию о льготах, на которые они могут претендовать. Среди них право ребенка-инвалида на пенсионные выплаты, право родителей на пособие по уходу за ребенком-инвалидом, если нет возможности осуществлять трудовую деятельность и другое. Для таких семей также предусмотрены льготы в виде 50% компенсации на оплату определенных статей расходов, пользование жилым помещением, услуги ЖКХ, использование телефонной связи. За одно занятие родители получили много ценной информации. Такие собрания планируется проводить раз в месяц. Давид Фадеев, Данил Алибаев, Олег Кадыров, телекомпания СТВ.